В Ижме возрождают традиционные ремесла. Районный музей проводит мастер-классы, на которых всех желающих учат ткать на станке, плести элементы традиционных костюмов и изготавливать домашнюю утварь. Местные мастерицы делятся своими секретами, а еще знакомят с бытом и историей Ижемского района. На нескольких занятиях посчастливилось побывать и Ксении Лосевой. Хитрое соединение нити и бесконечный запас терпения и усидчивости. Сплести за пару часов полноценный разноцветный коврик, конечно, не получится, но вот его миниатюрную версию можно вполне. Здесь главное понять принцип, делится мастерица Татьяна Филиппова. Обучиться народному ремеслу она мечтала с детства, а теперь уже сама проводит мастер-классы для гостей Ижемского районного музея. Сегодня, например, делится секретами ткачества на настольном станке. Ткачества на Ижме не было. Ткани у нас были все привозные. Ткачеством тут не занимались. В южных районах вот оно было развито, а у нас нет. А сейчас желающие есть, которые хотят заниматься этим. Я думаю, что благодаря нашим мастер-классам желающих еще больше будет. Различные мастер-классы музей старается проводить как можно чаще. На таких занятиях гости не только получают полезные навыки, но и, что более важно, знакомятся с богатой культурой и народными ремеслами Ижемской земли. Об истории и национальных костюмах, в том числе и детям, рассказывают, например, на мастер-классах по скрутке кукол или изготовлению традиционного пояса, неотъемлемой части наряда коми-ижемки. Качество пояса – дело непростое, но, как оказалось, очень увлекательное. Для начала мы разделяем нитки специальным приспособлением, которое называется бердо. Продеваем нить утка, затем закрепляем результат. И потом проделаем все в обратную сторону. Буквально несколько часов, и нарядный красивый пояс готов. Ткачеством, вязанием и вышивкой до начала 20 века женщины занимались в каждой крестьянской семье. Девочек приобщали к рукоделию с самого детства. К 5-6 годам им дарили маленькие детские прялки, а к 10 обучали секретам ткачества, строго следя за правильным исполнением орнаментальных мотивов. И хотя сами мастерицы никогда не рассматривали свои изделия как художественные произведения, изготовленные ими одежда, скатерти, полотенца и варежки – это настоящее искусство, делится жительница Сизябска Любовь Кожевина. Вот уже несколько лет она шьет миниатюрных ижемских куколок. Невестам женихи дарили розовые ленточки. Если девушка в розовом... Вот она еще не невеста, у нее не розовая ленточка. Когда женихи дарили розовые ленточки, уже девушка ходит в розовых ленточках, значит, это уже невеста чья-то. Вот замужа делали вот так, и платочек, и ноюр, ижемский ноюр. Ну, это на счастье, чтобы это в семье, чтобы все было хорошо у них. Маленькие красавицы – точные копии настоящих ижемок. В коллекции Любови помимо невесты можно встретить и совсем юную девушку, и хранительницу домашнего очага, и ребятишек в малице, и даже северного охотника. Все наряды продуманы до мельчайших деталей. Сейчас Любовь, как и все ижемские мастерицы, готовится к приближающемуся столетию коми. Это еще один прекрасный повод рассказать о богатой культуре и истории родной Ижемской земли всему миру. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Ижемский район.